Тампонском районе борются с неформальной занятостью. В результате 15 заседаний было выявлено больше 30 неформальных работников. Подробности у Нины Ханаровой. На основании протокола заседания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец и во исполнении указа президента России о сокращении неформальной занятости и легализации трудовых отношений во всех субъектах созданы комиссии и рабочие группы, в том числе и в Тампонском районе по выявлению неформальной занятости среди населения района. Созданная в январе 2015 года группа по выявлению неформальной занятости провела 15 заседаний, на которых выявлен 31 человек. Этой работой охвачены практически все предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства. Так как, работая без должного оформления, люди теряют льготы, установленные законодательством, а государство – поступление в казну. Пока мы работаем на уровне бесед, для того, чтобы они оформили договора, выплатили все задолженности в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию, в фонд социального страхования. При этом работник уже будет пользоваться всеми льготами. На сегодня реально в экономическом секторе работает большое количество неформалов. С ними ведется большая разъяснительная работа через средства массовой информации, путем приглашения на заседания комиссий, но, к сожалению, это не всегда дает положительные результаты, а достаточных полномочий у комиссии нет. Хотя в состав ее входят правоохранительные и прокурорские работники. Сейчас уже назрел вопрос выходить в рейды. Ну, а по рейдам у нас точки соприкосновения с прокуратурой и с РОВД, к сожалению, пока разночтятся. Мы не можем найти общие мотивы. До конца года следует выявить не менее 550 фактов неформальной занятости. Но без общего понимания проблемы и совместных усилий этого сделать невозможно. Нина Ханарова, Мария Виногурова, Наталья Пермякова, НВК Саха, Хандыга.